Для меня вот таким учителем это мой сынок Тигран. Вот одна из его последних таких фраз. Мама говорит: почему ты все время переживаешь? Ну, то есть я готовлю плов и говорю: ой, вдруг плов все-таки не получился, вдруг плов не получился. Мама говорит: ну, у тебя плов раньше был хорошим, и сейчас он наверняка хорош. Почему ты все время в себе сомневаешься? А стоило ли столько работать? То есть были моменты в моей карьере, где я могла реально работать от 14 до 18 часов в сутки. То есть как это происходило? Конечно, я не была там на производстве или где-то в офисе 18 часов, но просыпалась в 2 часа ночи, и мозг начинал выдавать идеи, выдавать решения. Представь, она сама водит машину, она сама построила со своей невесткой, потому что муж и сын на заработках, они сами отстроили теплицы, они сами смотрят за своими коровами, и они сами поставили этот цех и следят за этим цехом по работе, по производству курута. С женщинами-руководительницами нам нужны впечатления. Вот это я вывела, что раз в 3 месяца нам нужны новые впечатления, нам нужны подруги обязательно, нам нужны подруги, нам нужно общение. Вот этот окситоцин, где мы можем расслабиться и прекратить быть и играть в мужские игры, потому что как руководительница мы вынуждены. This is the man world, да? Она умеет строить команды, образовательное пространство, стратегии, смыслы, а в первую очередь себя. Сегодня с нами Зарина Бабаева, ментор, продюсер образовательных проектов, стратег, консультант и просто женщина, которая выбрала рост, даже когда жизнь пошла под откос. Да. Мы поговорим о том, как не терять себя, когда рушится все, как находить точку опоры в простых фразах мамы, как превратить боль в силу. А еще про Excel, который вообще у нее инструмент трансформации. То есть без Excel Зарина вообще не чувствует себя свободной, уверенной. Да. Это подкаст «Ее путь и ее сила». История женщин, которые не ждут идеального момента. Они просто идут и создают их сами. Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте, Зибо, вы великолепны. На «ты»? Да, на «ты». Давай на «ты», потому что, да, я как-то уже привыкла. Все гости, которые были у меня в этой студии. А так как вообще Таджикистан очень маленький, мы все знакомы давным-давно. Зарина, ты вспоминала, что в детстве вообще была интровертным ребенком, любила читать, просто закрывалась и зачитывалась. Какая книга сформировала вот эту внутреннюю опору? Была вот прям, к которой ты возвращалась, может быть, там через какой-то период времени опять и опять? Вот прям зачитывалась, конечно, Александра Дюма. Да. Как бы это ни было, но мне кажется, он научил меня, его книги научили меня движению, потому что это вот просто в его строках лист за листом, глава за главой, вот это вот движение. Он научил меня, наверное, эмоциям, наверняка научил еще и отношению к любви. Я помню вот эту фразу, что язык сердца — это любовь, и каждое сердце должно говорить на этом языке. Вот я помню вот эту вот очень такую сногсшибательную фразу. Но больше всего мне запомнилось, и я очень часто возвращаюсь к этой сказке. Это сказка «Умелая женщина». Не поверишь. Был такой сборник. Слушай, это я вот как-то пропустила. Да, я тогда не понимала этого. Наверняка, все в жизни не случайно. Все в жизни, наверное, я все еще уверена, теория вероятности, теория игр. Мы так или иначе выбираем свой путь. А какие-то вещи, какие-то звоночки, они заранее там где-то в нашем детстве. И вот эта сказка «Умелая женщина», она была в сборнике узбекских сказок. Такая старая книжечка, но, как и все восточные сказки, она, конечно, была и с юмором, и с житейской мудростью, и с таким, с таким вот... Наши сказки восточные, они очень практичные. То есть их рано или поздно, пусть это сказка о соловьях будет или о каких-либо животных, но она наверняка применима вот в нашей обычной вот этой жизни, да. Вот. И вот эта сказка, она до сих пор
для меня одна из цепляющих вещей. Это история о женщине, которую очень много упрекал богатый муж и говорил о том, что все благодаря ему. Она от него уходит, выбирает, значит, самого бедного человека в селении и делает его самым богатым. Ну, счастливым уж точно. То есть она в итоге приглашает на ужин много знатных людей этого селения, и знатные люди спрашивают его: как так получилось? Ты же вот вроде был самым-самым, вот просто, хворост там продавала. А что случилось у тебя вот буквально за короткое время? Он сказал: вы не представляете, говорит, ко мне пришла просто очень хорошая женщина. Вот это умелая женщина. А так, книг прочитано, конечно, очень много, но я помню, был момент, такой один из переломных, раз мы заговорили о переломных, у меня было ощущение, что книги меня обманули. Вот я потом анализировала, когда причина, то есть почему возникло именно такое ощущение, или такая мысль, или убеждение. Все равно нам выдавали книги урезанные, то есть то общество, в котором мы родились, выросли, все подвергалось, скажем, такому конкретному плану или сверхзадаче, и поэтому из всей мировой литературы нам, из всех сказок русских народных, восточных сказок, нам выбирали ровно те сказки, которые были важны для сверхзадачи того государства, в котором мы родились. Знаешь, потом, когда анализировала, например, вот есть трилогия Теодора Драйзера. Это «Финансист», «Титан» и «Стоик». Она тоже великолепная. Вот она сформировала во мне ощущение, наверное, правильного отношения к финансам и правильного отношения роли финансов в жизни. Потому что для меня было непонятно, почему вроде деньги нам нужны были, да, но и вроде порицались. Для меня это было одним из таких вот непонятных вещей, как интроверт, я об этом долго задумывалась. То есть почему в книгах это вроде как порицалось, да, а с другой стороны мы не могли существовать без каких-то вещей, которые тоже покупали за эти же самые деньги, да. И вот я помню, что Теодор Драйзер, он очень сформировал во мне правильное отношение к финансам и к деньгам, и, наверное, вот к этому, к рыночной экономике. Слушай, что значит в твоем понимании правильное отношение к деньгам? Вот с точки зрения, допустим, просто женщины, да? Я помню, была у нас классный коуч, это был опыт работы в Азерселе. Уже в 2000-х годах сформировалась академия, лозунгом которой был «Люди — это наш главный капитал». И вот одни из первых международных тренингов мы проходили с этим коучем, и она сказала такую вещь: «Мои ценности — это финансовая стабильность». Для меня это было, знаешь, просто откровением. То есть это не деньги, то есть быть богатым — это стыдно, стремиться, амбиции много зарабатывать — это стыдно, так произносить даже как-то неудобно. То есть особенно нам, женщинам, быть амбициозными, меркантильными, да, даже часто в этом обвиняют. А тут вдруг я поняла, что нет, есть абсолютно здоровое, абсолютно нормальное отношение — это к финансовой стабильности. То есть финансовая стабильность — это означает, что все, что не происходит в жизни, все наши потребности, как минимальные потребности в саморазвитии, вот по Маслоу, да, потребности даже в самоидентификации, да, ДНК-тест сейчас сдать тоже нужны для этого немалые средства. Теодор Драйзер, он о чем говорил? Он рассказывал историю капиталиста. Это реальная история о реальном человеке, который был просто мальчишкой, его семья, он из семьи пастора. И, соответственно, они зарабатывали деньги только посредством того, что люди каждое воскресенье давали как... Подаяние, да, или подаяние, или там, да, помощь какую-то, да. Ну, то есть вот эта десятина, христианская десятина, вот на это существовала семья пастора, церковь и так далее. И он тогда уже понял, что для него это стыдно, что ему стыдно вот так ходить, ему стыдно вот так одеваться, он хочет чего-то большего. И он стал наблюдать за другими людьми, он стал мечтать о чем-то большем. И вот каждая книга — это период его зрелости.
там меняется отношение к его деньгам, меняется его масштаб бизнеса, меняются его внутренние убеждения, раскрывается вот этот вот характер. То есть во имя чего зарабатывать столько денег? Для меня вот правильное отношение к деньгам — это понимать, что деньги — это все еще продолжение тебя как личности, это продолжение, поддержка твоих ценностей. Вот я думаю, что миллиардеры от среднего класса, мы отличаемся именно вот этими ценностями, что в нашем культурном коде финансовая стабильность, в их культурном коде это масштабы и делать проекты все больше, больше, мощнее, на 150 лет планирования и так далее. Вот для меня это как-то так. Смогла объяснить? Слушай, и ты сейчас как себя мыслишь уже? То есть средний класс или уже вот тебе нужны масштабы? Нет. Я умею масштабировать бизнес, это точно. Это я поняла по последней своей работе и вывела, что вот недавняя мысль, что есть люди-предприниматели, а есть люди-менеджеры. Вот я отношусь вот как раз-таки к этим менеджерам. Я умею творить, я умею креативить, я все это умею, но уходить в собственное предпринимательство или оставшиеся 15, может быть, лет активной жизни потратить на масштабирование, 1 час моей вот этой вот работы, активности, он все равно в масштабировании бизнеса будет более эффективным, если с точки зрения вот смотреть финансовой какой-то вещи. Вот человек-менеджер, что он умеет? Он умеет прийти, разрешить более глобальные проблемы с точки зрения там, цепочки поставок. То есть, например, вот как оказался этот бокал у нас, да? Какая цепочка поставок до? Как сделать так, чтобы этот бокал снизить его себестоимость или повысить его ценность? То есть люди-менеджеры уже знают бизнес настолько глубоко, что их решения уже могут насчитываться там десятки тысяч долларов и выше. Там, смотря из опыта. Но при этом ты не собиралась быть ни менеджером сначала, да, ни тем более предпринимателем, а собиралась быть прокурором. В детстве эта мечта была, о которой папа говорил потом. Да, я с 6 класса готовилась уже на юриспруденцию. Я изучала право, я выгрузила все книжки и была полностью изучала уже законы. Вот. Но даже подала документы на юрфак. Это ТГУ «Право, бизнес и политики». Юрфак тогда у нас гремел на всю Сагдийскую область. Там был великолепный декан Курбанов, великолепный состав практиков, юристов. Но вот параллельники с юрфака, они даже проходили судмедэкспертизу, да, то есть они реально ходили в морги и работали, и учились вот настолько, их глубоко погружали в практику. Но папа был полковником милиции, он тогда был вот во всех горячих точках, у него вот есть даже орден Шарафа, вот президента, вот, и он был категорически против. Он спросил меня, чем женщине не место, вот где ты будешь работать? Я говорю, пойду адвокатом, пойду прокурором. Он сказал на тот момент, что это очень тяжелая работа для женщины. Хотя я ему приводила примеры 2 полковников милиции. Это были женщины великолепные, очень сильные духом. Вот. Но он категорически был против. Они даже изменили документы, сами переправили на МЭО, международные экономические отношения в этом же университете. Но я думаю, что папа был прав. Исходя вот из уже моего жизненного опыта, он был прав в каком плане, что в 98 году и в 97 году я поступала. В 97 году было очень сложно смотреть в перспективе вообще юриспруденции. Это сейчас мы понимаем, что нам не хватает юристов корпоративного плана, нам не хватает юристов корпоративного права, не плана корпоративного. Видишь, я так экономист говорю, корпоративного плана. Корпоративное право, гражданское, конечно, право, оно очень-очень интересное, да. То есть сейчас поле деятельности для юристов, оно очень-очень широкое. Но тогда с узкой перспективы гражданской войны, конечно, это было наверняка сложно. Вот. Но потом осталась только мама в твоей жизни, и твоя мама была опорой тебе во всем. Да, мама очень сильная женщина.
до сих пор я считаю, что, наверное, она в разы сильнее, чем она даже сейчас, может быть, думает. Сейчас она превращается уже в капризную королеву. Да. Лялечка, уже у тебя там не двое деток, там с мамой уже трое. Но Queen Age, да, сейчас называется. Мы с тобой уже вступаем в этот возраст Queen Age. Я хочу. Не, ну он классный. Я на самом деле уже вот сейчас я понимаю, что реально, вот помнишь, в фильме «Москва слезам не верит», там был персонаж один, говорю, что после 40 лет жизнь только начинается. И завершается вообще этот фильм словами самой героини, что на самом деле после 40 лет жизнь только начинается. Но я думаю, в чем суть вот этого вот вкуса Queen Age, что ты уже можешь позволить себе то, о чем не нужно беспокоиться, да, вот меньше беспокойства. Ну да, и, кстати, стало заметно легче относиться к жизни. Да, экспертиза. Да. Такая уже, меня уже не волнует, что скажут люди про меня. Да. Я могу и потанцевать, могу погрустить, и все мне дозволено уже, да. Или работу бросить. Да, работу уйти. Ну, слушай, я вот как раз-таки, вот этот период безденежья, да, то есть после военного времени меня немного делало таким человеком, который боится просто вот прям патологически боится оказаться без денег. Слушай, вот чтобы принимать решение уйти с работы, уйти в никуда, я, наверное, не решусь. Даже если будет мне прям очень тяжело, мне будет очень некомфортно работать в том или ином месте, но вот это вот патологический страх, да, перед безденежьем, прям вот, но я знаю, откуда корни, я помню это хорошо, когда мы там просто выживали чуть ли не на одну лепешку четвером, поэтому я прям вот этого и берусь поэтому практически за все. Вообще, мы очень многие вещи в своей жизни, вот если сравнивать в Центральной Азии, да, я возьму наш регион, мы реально как в нашем культурном коде именно это и прописано. Вот этот вот все-таки страх. Мы менее рискованы, чем наши соседи, мы менее, скажем, готовы менять позиции, мы менее склонны к экспериментам. Да. И это все заложено, я уверена, гражданской войной. Это плохо или хорошо? Ну, знаешь, как... Можно я скажу, что вот эту фразу «не бывает ни плохо, ни хорошо», бывает вот нужно этой ситуации. Вот мы оказались в такой ситуации. Благо, что новое поколение, оно уже растет совсем другим. Они, слава богу, этого не помнят, не видят и готовы на все эксперименты, учат нас еще. Да, вот для меня вот таким учителем это мой сынок Тигран. Вот одна из его последних таких фраз. Мама говорит: почему ты все время переживаешь? Ну, то есть я готовлю плов и говорю: ой, вдруг плов все-таки не получился, вдруг плов не получился. Мама говорит: ну, у тебя плов раньше был хорошим, и сейчас он наверняка хорош. Почему ты все время в себе сомневаешься? Вот, говорит, даже: ой, красиво я или некрасиво? Ты, говорит, вечно задаешь эти вопросы. Хорошо ты выглядишь или нехорошо ты выглядишь? Ты, говорит, в тоне сомнений, хотя за все это время у тебя куча доказательств, что все хорошо, плов у тебя постоянно получается. А только почему у тебя сомнения до сих пор они закрадены? И вот это вот. Слушай, да вот самое. Я, кстати, я сомнений у меня чуть поменьше, конечно, плов я не готовлю. Поэтому, наверное, сомнений у меня и нет. Но я просто наблюдаю, как сомнения есть всегда у моей мамы. Там плов сегодня мягкий. Я говорю: мама, какие сомнения вообще? Нормальный плов, как всегда, очень вкусный. Мы все с удовольствием поели. И тоже, да, такое ощущение, что это прям где-то там заложено в нас, вот эти куча сомнений, когда нет уверенности в себе. Это прям свойственно женщинам нашим. Ну, всегда очень обидно. Но при этом смотри, твоя мама говорила, да, надо работать. Вот это вот у нее такая фраза, которая прям тебя вот сейчас надо работать. Да, это было прям с 17 лет, когда не стало папы. И вот эта фраза надо работать, я помнилась только, наверное, надо работать, может быть,
1,5 года только назад, когда села и поняла, что стоило ли столько работать. То есть были моменты в моей карьере, где я могла реально работать от 14 до 18 часов в сутки. То есть как это происходило? Конечно, я не была там на производстве или где-то в офисе 18 часов, но просыпалась в 2 часа ночи, и мозг начинал выдавать идеи, выдавать решения. У меня был постоянно блокнот, в который я записывала. И когда меня спрашивают, когда смотрят количество там инноваций, количество проектов, которые я внедрила, и сомневаются, то есть вообще это нормальный человек вообще может столько или нет. А на самом деле секрет заключался в том, что все 18 часов в сутки я думала только о работе, все подстраивала под эти проекты, я решала всегда эти проблемы, но при этом сопровождала всегда фраза «работа меня кормит», потому что это всегда я получала, конечно, отдачу. То есть нынешнее сейчас поколение нас упрекает, да, наверное, в том, что стоило ли столько работать, да, и разучиться отдыхать при этом. Да. Но я уверена, что в определенный период времени нужно вкладываться и в работу, и в проекты, потому что вот эта отдача, которая научила меня мама, работать честно, работать со 100% отдачей, заряжать всех остальных, стремиться, потому она и кормила, она и помогла мне и сейчас чувствовать себя более, скажем, увереннее, может быть, да, чем те люди, которые не тратили 18 часов в сутки, да, может быть, так. Синдром отличницы. Зарина, да. То есть, если делать, то делать все хорошо. У меня Прям чтобы вот-вот комар носа не подточил. Слушай, столько физических и вообще моральных сил это занимает. И забирает. И потом дети тебе говорят: мама, мы тебя не видели. Да, дети так говорят. Дети говорят так, да. Дети так говорят. Но я все полагаюсь на исследования. И какие же исследования? Исследования показывают, что у работающей женщины дети более самостоятельные, у работающей женщины дети более избирательные, дети неведомые, дети, которые стремятся к такому же темплейту, да, мы рано или поздно, может быть, сейчас пока они как подростки, может быть, они в этом видят еще проблемы. Это внутренние их дети тоже наверняка бастуют, да, хотят любви и внимания, но я уверена, что так же, как я поняла в 40 с чем-то лет своих родителей, почему они так себя вели, почему они поступали так. Я уверена, что и дети, в свою очередь, придут к определенному возрасту, где точно так же возьмут и переоценят наше поведение. То есть стоило ли? Да. У них какой опыт сейчас судить о нас? У них нет детей, у них не было еще первых начальников, не было первых коллег, первых сложностей. Это еще впереди. Впереди у них еще долгое путешествие, интересное путешествие. Наверняка в процессе они нас оценят, я уверена, должным образом, потому что труд, он всегда поощряется. Пусть не в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной точно. То есть, закладывая правильно фундамент, можно оценить дом только лишь когда будет землетрясение, да? Как в 2017 году ты говорила, что потеряла все, что любила. Не будем вдаваться, да, в подробности, в детали. А как нашла силы начать все сначала? Наверное, помог ежедневник. Я его недавно подняла. Ежедневник 2017 Ты много записываешь, года. да? Я как-то инновации и... Знаешь, как я верю в то, что наш мозг все равно соединен с нашей рукой. И это тоже об этом говорят исследования Института мозга в Кремниевой долине. Они изучают то, как мы принимаем решения, в том числе прямо так называется Институт мозга. И вот они точно вывели, что наша рука и ручка, и карандаш напрямую связаны. То есть нам важно и нужно записывать, черкать, рисовать. Главное, что все мысли и идеи приобретают уже какую-то иную форму. Нелегкая была, конечно, все
те, кто был в тот момент рядом со мной, они знают, как у меня было состояние. Но мне помог ежедневник и, наверное, вот этот проект «Печакуча», где я решила сосредоточиться на таких же интровертах, людях, может быть, где-то потерянных, может быть, где-то находящихся в тени, но с интересной какой-то такой душевной или, может быть, такой субстанцией, может быть, вот какие-то очень интересных людей, которые в тени. Вот была у меня такая задача, и Печакуча и мой ежедневник, они мне помогли. То есть я расписала дни недели и стала думать, чем я буду заниматься приятным в понедельник, чем я буду заниматься приятным во вторник, с кем я буду проводить обед, с кем интересным я сяду и буду общаться, с кем приятным я буду общаться на ужин. И записывала туда всех тех людей, за которыми я, может быть, эти многие годы наблюдала. Через Инстаграм, через Фейсбук. Наблюдала, может быть, будучи, вот, работая в одной компании, наблюдала за тем, как работают в компании «Мегафон» или в компании «Вавилон», как эти люди развиваются. Для меня было интересным то, что мы видим одинаковые проблемы, но каждый из нас находит разные решения, и как мы к этому приходили. Ну и, конечно, вдохновляли коллеги. Одна из них — это великолепная просто женщина Кэти Перцхалава. Да, она была экспатом, она была... Кэти, привет, если она нас вдруг увидит. Да, мы знакомы с ней. Да, то есть это великолепный просто и друг, и коллега, и просто как личность она в тот момент тоже поддержала и вдохновила. То есть важно было найти опору в виде, наверное, своих ценностей. То есть что было интересно мне? Мне было интересно общаться с людьми. Это был проект в рамках твоей работы в Тиселе, да, ведь? Или тогда Тисел это был, да? Тисел уже был. Еще был Тисел, мы с ним вместе. Это, кстати, тоже один из методов антикризисного менеджмента. Начался кризис, снизились бюджеты, упали доходы в компании, и мы начинали находить с ней те вещи, которые бы могли бы с маленьким бюджетом, с высокими охватами. И вот я поискала, увидела такой проект «Печакуча», подала туда заявку, и мне с легкостью одобрили, потому что это были волонтерские начала, на волонтерских началах, связанные с творчеством. Вот мы запустили, и потом где-то, наверное, года 2-3 эта Печакуча еще очень сильно меня поддерживала, потому что я встретила людей, которые похожи были на меня. Я встретила очень много своих друзей через эту Печакучу. Мы создали кучу разных коллабораций через эту Печакучу. То есть люди начали знакомиться друг с другом на этой площадке, видеть друг друга. Оказывается, есть вот это. Вот даже вот покойный наш Фарух Сафарзаде, он был первым участником нашей вот этой Печакучи, был приглашенным дизайнером из Мегафона. То есть была такая идея, чтобы сколлаборироваться, сказать, да, мы конкурируем на рынке, но мы все равно про одно и то же. Мы жители города Душанбе, мы таджикистанцы, и мы строим нашу страну. Вот с такими вот... Он был, наверное, самый молодой тогда. Я просто помню Искандар Мирзоганиев. У него было, да, просто он до этого никогда, по-моему, не выступал в каких-то на таких тусовках перед большой аудиторией, и он так волновался, он так долго готовился с этим, да, и потом нам очень долго рассказывал, как это все происходило, поэтому я вот тогда я еще и помню это. Искандар был просто великолепен. Его презентация, она просто взорвала мозг. Я помню вот эти глаза аудитории с вопросами, а что, так можно было? Да, но мне было интересно, кто создал вот этот крутой проект I'm Different, потому что это был самый первый, наверное, в стране партизанский маркетинг, когда мы шли просто по дорогам, мы видели на дорогах нанесенная реклама I'm Different. И мне было интересно познакомиться с этим человеком, который рисует вот эти великолепные принты. Это оказался Искандар Мирзоганиев, да. Он до сих пор рисует классные принты, но мы почему-то их не печатаем, а надо уже их наносить и с гордостью ходить. Да, кстати, можете легко заработать на этом деньги.
Надо вообще двигаться, да. Ну, то есть надо просто сидеть и считать. Мы вот Да. опять же, да, Да. тебе легче считать. Я все-таки человек творческий, у нас как бы есть только один человек, который может посчитать, но он тоже иногда выгорает, устает и говорит, что все. А мы такие. Нам Позовите меня, я на волонтерских началах. почитаешь нам проект. Да. Я волонтер вообще с огромным стажем работы. У меня куча вещей. Я встретила недавно, кстати, я перестирывала. У меня есть такой ангелочек, он сделан из войлока, из белого войлока. Это, получается, это был 98-й год. 99-98 года я волонтерила в одном проекте, где тоже великолепная женщина Кибриева Фатхидиновна, она пригласила первых консультантов по дизайну. И вот эти первые консультанты, они были с Кыргызстана, тоже женщина, и она мне тогда сказала, что Зарина, волонтер везде, где только можно. Вот вообще не думай и ни об оплате, ни о гонорарах. Просто получай опыт. В определенный момент у тебя уже будет CV заполнено. Я была тогда студенткой, получается, 2-3 курса. И вот я по ее совету волонтерила во всех проектах, куда вот меня не звали. Вот поможешь с этим, я шла туда, поможешь с этим, я шла туда. И Пичекуча для меня в легкую было, что я на ней волонтерила, ни на чего не зарабатывала, я наоборот вкладывала туда деньги, оплачивала аренду залов, какие-то фасилити тоже. И волонтерство, так что зови, пригласи, я проведу. Слушай, надо посчитать. Да, на самом деле надо посчитать, и надо уже начать зарабатывать на этих. Они шикарные принты, да. Он выкладывает. Хочется сказать, какой классный, надо бы напечатать. Каждый раз мы все посмотрели, забыли. Ты работала ментором женщин в бизнесе. Как это вообще? То есть ты просто была как консультант, либо это все-таки связано было с твоей работой постоянно какой-то? Как-то получилось все очень стихийно. Как стихийно? Последние 5 лет в ТСЭЛе я возглавляла отдел управления стратегическими проектами. Почему мы назвали его стратегическими проектами? Потому что все проекты верхнеуровневые, мы уже к тому времени работали по agile, у нас были портфели проектов по запуску услуг, по запуску дополнительных сервисов, да, и стратегические проекты, они все, большинство из них были связаны именно с инвестициями. Соответственно, вот расчеты бизнес-кейсов, расчеты эффективности этих бизнес-кейсов — это вот одна из моих компетенций. И когда было приглашение от стартап-викенда, наверное, если мне не изменяет память, именно с Илмхоны и началось менторство, когда ребята пригласили меня, сказали: попробуйте поменторить. Вот там нужно помочь им правильно от проблемы, от идеи, ее разложить по полочкам и помочь ребятам подсчитать финансовую вообще эффективность. Да. И менторство пошло вот оттуда. Вот с тех проектов мы провели прям несколько стартап-викендов вместе с Илмхоной. Были проекты Джайкой. Неоднократно, честно, Малика Искандарова меня уже устала, наверное, приглашать, уже прекратила последний год, но неоднократно меня приглашали еще в BRD стать консультантом. Но я на тот момент была сильно-сильно занята проектами, которые тоже необходимо было не просто от проблемы найти решение, еще и внедрять уже. Кстати, все вот эти вот наши менторы со стороны шведов, со стороны Телесонейр, они это и прописывали. Одна из на тот момент вещей, которые должна была развивать, это развивать собственный бизнес, то есть стать во главе бизнеса. То есть одно дело быть частью вот этого механизма, да, где ты совместно с такими же сильными коллегами запускаешь и держишь большой бизнес, а тут прямо они рекомендовали взять какой-то бизнес и попробовать выстроить его самой, да, от начала и до конца. Вот. И менторство, чаще всего это были проекты со стороны международных организаций, где меня приглашали. Ну, самый, наверное, запоминающийся с точки зрения, наверное, вот такой эмоциональный был, это был один из
проектов ПИК. Сабухат попросила менторить женщин из Кумсангира Шартуза. То есть, да, и это были отобранные проекты. Эти женщины, они уже умели зарабатывать деньги. Например, была одна женщина, которая 28 лет пекла лепешки. Мы засекали время, она за 2 часа реализовывались ее лепешки, потому что это были лучшие лепешки в Шартузе. То есть все ждали именно, когда она на базар придут именно ее 300 лепешек, и в течение 2 часов они моментально расходились. Когда мы высчитывали с ней себестоимость, она же от рецептуры зависит, от техкарты, то она очень так это с такой улыбкой говорила: у меня есть секреты, Которые я не могу рассказать. Почему мои лепешки пользуются таким успехом? Потому что я вкладываю туда секретный ингредиент, да, как в этом мультфильме. Но я помню нашу вторую встречу с этими женщинами. Мы провели несколько раундов. Их в рамках проекта повезли на экскурсию в Узбекистан. Тогда был проект, связанный с курутом. Им поставляли оборудование по производству курута. А наши с ними расчеты показали, что с 1 литра молока выгоднее делать не чакку, а выгоднее делать именно курут. То есть там в разы прям прибавляется, вот есть такое в экономике, добавленная ценность. Да? Вот добавленная ценность, она в итоге выливалась в очень крутую ценовую такую вот прибыль, да, стоимость. Но меня поразили их выводы, когда они впервые поехали в Узбекистан. Причем их повезли ровно за эту же границу. Их не повезли в Ташкент, их не повезли куда-то в Самарканд, их повезли в Сурхандаринскую область, которая примерно похожа на Шардуз и на Кабадиен. Помню, за обедом они задали вопрос: Зарина, мы вроде живем, вот у нас погода одна и та же, продукты одни и те же, у нас даже дома примерно похожи. Но почему? Почему они делают деньги на все? И вот этот же вопрос, которым мы начали с тобой подкаст наш, вот этот заложенный страх. То есть эти женщины в 45, 50, 55 лет, они прямо вывели эту формулу, что вот у нас на лепешку денег есть, ну И хватит. и хватит, да. Потому что я сейчас вложусь, у меня и этого может не быть. Я помню вот это свое менторство, оно было для меня просто переворотным моментом. То есть представь, все расчеты показывали, что этой женщине достаточно было приобрести более профессиональную плиту и тестомешалку. И тогда она могла бы производить уже давным-давно в 2 раза больше лепешек и, соответственно, в 2 раза больше зарабатывать денег. От 2, а инвестиции на уровне, плита 3,5 5000 самани, тестомешалка 1500, 5000 самани, там в зависимости от объема, максимум 10 000 самани уже давным-давно бы решили ее, значительно бы повлияли на ее бизнес. Значительно мы повлияли. И я поняла нашу роль менторов в работе с этими женщинами, что мы даем им возможность посмотреть на перспективу в первую очередь. Пусть они не выиграют грант, пусть они не победят, может быть, в этих конкурсах, но они посмотрят на свой бизнес с другой стороны, да, вот с другой перспективы. И там таких было очень много примеров. Менялись? Мурашки. Я уверена, да, например, была женщина, вообще Шардуз, это мой, кстати, ключевой вопрос на всех собеседованиях с торговыми агентами. С моей последней работы знают ребята. Я спрашивала, чем отличается Исфара от Шардуза. Там конъюнктура рынка, люди, целевая аудитория, соответственно, доходы, очень много. Но самая главная особенность Шардуза, что во всем бизнесе работают женщины. Например, спрашиваю, почему ты ходишь и сама продаешь этот сыр? Она говорит, Зарина говорит, так нет мужчин. У нас просто нет мужчин, которые бы могли бы заменить и достойно могли проводить эффективно эту работу.
Или вот представь, Их нет от слова просто физически нет, или же опыта и образования и так далее и нет? физически, И физически. и физически нет, и нет мужчин с нужными навыками, с нужными компетенциями. И вот эти женщины, представь, она сама водит машину, она сама построила со своей невесткой, потому что муж и сын на заработках, они сами отстроили теплицы, они сами смотрят за своими коровами, и они сами поставили этот цех и следят за этим цехом по работе, по производству курута. И это все женщины. Вот или женщины, важно было по одному из кейсов нужен был такой трактор, который, это мини-трактор, который может выполнять кучу функций. Обрезка деревьев, может быть, обработка земли. Все то, что женщина чисто физически сложно делать, потому что во всех кейсах, когда изучали, смотрела их хозяйство, это все женщины. Женщины обрабатывают землю, женщины пытаются работать с деревьями, женщины пытаются делать мужскую работу, просто не будем говорить мужскую, да? Физическую, тяжелую. Сложную физическую работу, да. И вот мы просто просчитывали кейсы, где оборудование решает их уже проблемы. И так вот. Так что для меня вот это было одним из последних менторств. Ну а последние годы я, конечно, наверное, это не менторство, а коучинг, потому что чуть-чуть я подустала от консультирования. Я сформулировала для себя такую фразу, что в телекоме, работая внутри корпорации, я выдвигала какие-то предложения, гипотезы или уже настаивала на чем-то, что-то менялось, и сразу механизм шел, работал, и это приносило уже доходы. То как консультант ты получаешься немножко таким Ты не можешь пощупать это, да? Вообще, Потому что да. вложены, даже Вообще. если это не физические И даже вложения, иногда да. видишь, что человек в итоге не делает, как ты ему рекомендуешь, или не слышит, не видит, не понимает еще, и в итоге теряет доходы. А для нас, экономистов, недополученная прибыль, она нам снится в кошмарах. И у тебя, соответственно, снижается мотивация тоже работать Да, дальше. очень сильно, конечно. Это как будто, знаешь, я сформулировала своей руководительнице в свое время, я сформулировала такой вывод. Чем отличается женщина-руководитель от мужчины-руководителя? Чем? Вот. Да, ну-ка поделись-ка. Мужчина-руководитель, для него работа, по моему мнению, да, мои выводы, это продолжение его личности, это его амбиции, это как машина крутая, это как дорогие часы, это может быть вода на столе, да. А вот для нас, женщин, любая работа — это как наше продолжение ДНК. Мы в любой проект, в любую работу вкрапливаем свою ДНК. Вот различие вот прямо оно понятно, наверное, с позиции вот именно женщины-руководительницы это поймут. То есть мужчина — это статус, а что под пониманием ДНК? Вот мы, наверное, создаем. Вот мы создаем и творим. То есть отстроили проект. Для мужчины это просто я построил дом, вот он у меня стоит, и вот это мое достижение. А для нас это потраченная энергия, это потраченные эмоции, сколько мы убили эмоций, сколько не убили строителей, да. Вот говорят, кусочек души оставил, да. Вот что-то сродни вот с этим. То есть вот во всех проектах, которые бы не были, по крайней мере, вот в моей жизни, на что я повлияла, что я внедрила, вот у меня там есть энная какая-то моя вот оставшаяся ДНК. До начала записи мы с тобой говорили о том, что ты не хочешь, да, 15-20 лет активной жизни тратить на то, чтобы запускать собственный бизнес. Тебе кажется, что как бы рациональнее вложить, масштабировать что-то большее, но чужое. Это, наверное, моя профнепригодность уже. Почему? Это как это говорят, профдеформация. Вот. Профдеформация, она о чем? Мой мозг натренирован годами работы отсеивать все то, что не приносит 1 к 3 доходы.
Мои все учителя, мои все... То есть нас 5 лет тянули и развивали американцы, потом 10 лет еще развивали шведы. И эти бизнесмены что говорят? Один к трем. Любой вложенный доллар должен приносить $3. Все остальное — это неэффективно. Находите более эффективные идеи, более эффективные проекты. И когда я начинаю задумываться о собственном деле, я вот запустила собственное дело, это орхидеи, то есть взяла за основу икигай. То есть икигай о чем говорит? Посмотри, в чем ты силен, что ты принесешь миру, найди вот то, что будет просто вот ты будешь постоянно в потоке, твой икигай. Вот я решила, что это, наверное, цветоводство, потому что по жизни у меня все с 7 лет с этими цветами связано. Я разбираюсь, могу сажать. Это все еще говорят легкое или там green fingers, да, говорят зеленые пальцы. У меня это все как бы... И я решила запустить орхидеи. Я там поставщиков всех нашла, выбила низкие цены, смогла сформировать какую-то финансовую модель. Помогло мне передохнуть очень хорошо, наверное, выдохнуть, потому что собственные проекты, они как собственные дети. Ты в них все равно находишь какую-то отдушину. Я не говорю о том, что этим не нужно заниматься, я говорю лишь о том, что в больших корпорациях я буду более эффективна, потому что то же самое за 15 лет меня к этому и готовили. То есть американцы и шведы, они вкладывали кучу денег в развитие нашей команды для того, чтобы мы взращивали их бизнес и продолжали приносить им деньги. Это очень хорошая их такая инвестиция. Ты хороший менеджер. Да, я неплохой менеджер, точно. Есть куча экспертиз, в которых я буду полезна этим корпорациям. Это 100%. И они это видят, и мы, когда на собеседованиях сталкиваемся. Но вопрос, опять-таки, эффективный ли будет мой час. Вот я знаю... Как ты оцениваешь эффективный свой час? Как эффективность час? Да, что... 146 рабочих часов. И какие доходы я влияю. В корпорации это от 500 тысяч самани и выше, и в собственном деле это, может быть, 30 тысяч. Если взрастишь 100 тысяч, если взрастишь, может быть, эти 500 000, но 146 рабочих часов, то есть вот доходы, на которые ты влияешь, деленные на эти 146 рабочих часов. Вот так я рассчитываю эту эффективность. То есть ты каждый месяц считаешь свою эффективность? Я давным-давно поняла, что... Не давным-давно. Нет, я обманываю тебя. Я вот только поняла, что буквально последние, может быть, 2 года, что нас не научили думать о себе. То есть из нас строят винтики и будут в большой машине. Да, мы human resource, мы человеческий капитал, да, и на нас все равно смотрели с точки зрения именно того, чтобы мы продолжали приносить эффективно деньги. Да, они создавали все условия, то есть work and life balance. Это не для того, чтобы мы с тобой почаще отдыхали. Нет, это для того, чтобы мы продолжали быть производительными и продолжали быть эффективными. И только вот последний, выгорев на нет, выгорев в 23-м, что ли, году, я поняла, что все эти годы я жила не для себя. Вот мамино слово «работать, работать и работать», она мне не позволила думать о себе лично. То есть в каком плане о себе лично? Проживаю ли я свои собственные ценности? Я над этим икигаем просто, знаешь, сидела и думала. Он вообще нам не подходит. Он не для нашей страны, этот икигай. Потому что икигай для Японии, где люди уже закрыли все свои потребности, они видели уже мир, у них есть финансово не просто подушка, да, а там еще и для внуков. И вот они задумываются об икигае. А для нас, где мы не закрываем, может быть, свои потребности, мы, может быть, еще не видели мир. Вот у меня, например, есть 3 мечты, которые я еще не закрыла. Это во Владивостоке поесть крабов, увидеть северное сияние
и увидеть терракотовую армию, вот эту китайскую. Вот я просто вот до сих пор и не закрыла ведь эти потребности. А почему? Потому что все свое активное время я трачу и тратила на корпорации, на решение чужих проблем, по сути. Ну вот. А если думать о предпринимательстве, я знаю много великолепных, сильных женщин, которые ушли в предпринимательство, они построили свои собственные бизнесы. Я ими очень сильно восхищаюсь. Но каждый из нас проходит этот путь. Каждые 3 месяца нам нужна все равно перегрузка, передышка. И что в итоге получается? Ну, пока я... Но не вижу я возможности отказаться. А выгорела? Как ты компенсировалась? Как ты восстановилась? Что такое выгорание? Выгорание — это, вот знаешь, это... Я раньше думала, это апатия, прокрастинация. Да, конечно. Нет. Да. Это просто чисто физика. У тебя просто закончились все витамины. Все ресурсы твои внутренние. Ты просто лежишь и понимаешь, что ты не можешь двинуться ни пальцем, ни встать, ни сесть, не пойти. умыться даже. Слушай, я тоже через это ходила. И самое сложное, конечно, когда ты садишься за стол переговоров, ты становишься уже неэффективной. Ты неэффективно выводишь решения для бизнеса, ты неэффективно ведешь коммуникацию с людьми, потому что выгорание, оно на нет срубает эмоциональное, конечно. Самое сложное — это контролировать эмоции, да. И, по крайней мере, для меня это самое сложное — контролировать эмоции. Получается, я становлюсь уже неэффективной и уже во вред себе. То есть не делая, как мама говорит, эффективную работу, ты уже вредишь самой себе, уже и дискредитация даже тебя как эксперта и так далее. У меня была встреча одна, раз у нас про женщин, я хочу упомянуть эту великолепную женщину. Она руководит торговой командой в Узбекистане. Это компания Adler. Ее на рынке Узбекистана все знают. Мы с ней познакомились тоже в момент после тяжелых переговоров. Была организована встреча нашими руководителями вышестоящими. Вот мы с ней сели и сначала говорили о бизнесе, а потом как-то плавно мы 2 часа просто проболтали как бизнес-вумен с бизнес-вумен. Вот просто о болях, о том, как к нам относятся, о том, как мы решаем сложности. И она управляет, получается, огромной торговой командой в Узбекистане. Узбекистан в разы выше, их команды еще выше, их обороты еще выше. И это все мужчины. На 95% торговцы чаще всего, да, торговые представители все мужчины. И оказалось, что и она тоже менеджер. Но и оказалось, что каждые 3 месяца нам нужно восстанавливаться. Мы обменялись витамины. Это просто крайне важно поддерживать себя витаминами, это контролировать витамин D. На всех моих, у меня есть оценка руководящего состава, и это прям сразу видно, когда у человека заканчиваются ресурсы. Чаще всего это витамин D. Я прям отправляю их на анализы. На анализы, серьезно, я не шучу. Мы даже с последней нашей командой, это бренд-менеджеры и ропы таджеры, мы прям с ними составили список на этот чекап организма, потому что прям видно, что ропы, которые занимаются спортом, там даже есть чемпионы Азии по пауэрлифтингу, знаешь, среди этих ропов. То есть те, кто занимается спортом регулярно, контролирует свой стресс, снимает свой стресс регулярно в спорте, они более эффективны, у них больше энергии. А с женщинами-руководительницами нам нужны впечатления. Вот это я вывела, что раз в 3 месяца нам нужны новые впечатления, нам нужны подруги обязательно, нам нужны подруги, нам нужно общение. Вот этот окситоцин, где мы можем расслабиться и прекратить играть в мужские игры,
Потому что как руководительница мы вынуждены. This is the man world, да? Это старая добрая песня, которая будет еще тысячелетиями все равно существовать. Но я в этом вполне уверена. Мы можем играть по мужским правилам, но нам нужна передышка. Это подруги обязательно. Это и исследования показывают, это и мой опыт, я уверена, и твой тоже опыт. Подруги — это отдушина. И хобби. Хобби. Я вышиваю. Да. Да, я люблю вышивать. Плов варишь, вышиваешь. Знаете, у меня нету ничего то, что я делаю руками. Ну, то есть совсем, от слова совсем. Я вот, например, просто... Но зато я всегда себя ругала за то, что если я на какой-то серьезной встрече, мне нужно, чтобы моя рука что-то делала, да. И вот тут я поняла, ты объяснила, да, что руки должны хоть рисовать, хоть что, но главное, потому что вот я говорю, я лучше запоминаю, я лучше вникаю в проблему, если рука моя что-то делает. Когда люди там оскорблёнными задавали, что ты там сидишь, рисуешь, когда мы тебе такие серьезные вещи говорим. Ну вот прям, а у меня, говорю, связь такая, вот мне нужно. Если я не записываю, то я буду рисовать, что-то черкать. Да, мне легче так. А чем закончился бизнес с орхидеями? А он еще существует. Серьезно? Да, я не убираю этот проект в ящик. Я уверена, что в нем есть... Я даже участвовала на выставке. Для меня это было такой челлендж выступать, продавать на выставке. Но решила, что я просто себе дам возможность. Просто новый опыт. И, кстати, тоже эта выставка организована женщиной Гулинур, да, руководительницами Гулинур. И это тоже классное место. Я теперь понимаю, почему на Западе многие эксперты участвуют в подобных выставках. Потому что ты находишь людей по своему духу. То есть там были такие же цветочницы, как я. Мы обменивались опытом, обменивались советами. Мы прям... Даже был момент, где мы там друг другу помогали продавать эти цветы. То есть это не место конкуренции, а место вот именно такого вот взаимодействия и какого-то вдохновения. Даже вот есть... Мы в конце сделали... То есть я шла туда, как сотрудник ТИСЭЛа, что война, конкуренция, и я должна победить. Вот к чему нас 15 лет вели, и к чему сформировано, что мы должны выигрывать любую сделку, любой рынок. А туда я пошла, я тоже расслабилась. Я поняла, что это тоже была крайне важная терапия, заниматься и участвовать в таких вещах, где ты находишь людей по духу себе. Орхидеи распродала. Так что есть... Новые есть? Пока нет, потому что... Когда их ждать? Есть определенная специфика у этих цветков. И, конечно, знаешь, как говорили наши учителя в университете да, в 90-х годах, что вам, экономистам, на будущем придется очень туго, что Таджикистан находится в самой сложной... Мы в топ... Географически. 10 по доставке. Да. Мы вот в топ-10 входим по самой сложной логистике и самой дорогой логистике. То есть цветы дошли, представляешь, цветы дошли в феврале с Голландии сюда, орхидеи. Мы это провернули, никто не верил в это, ни посредники, ни те пересыльщики, ни я, может быть. Я помню, что вот эта цепочка поставок, мы пытались понять, получится у нас либо нет. 30% гибели цветков, это нужно учесть в следующем планировании. Они погибают, прямо на глазах погибают. И это тоже, знаешь, чему учит предпринимательство? Она учит стойкости жизненной. Вот, и, кстати, вот почему важно, да, вот спасибо, что ты мне помогла сформировать это. Еще одно убеждение, что в предпринимательстве любому менеджеру нужно идти, потому что оно формирует стойкость. То есть через 5-6 поставку я уже буду с легкостью смотреть, а не плакать над цветками. Ты не представляешь, как я плакала реально над этими погибающими орхидеями. То есть вырастить орхидею, вот взрослая орхидея, ей, наверное, лет 5. То есть кто-то вкладывал свой труд 5-летний, чтобы он доехал до нас и в течение недели погиб. Вот просто. Это вот цветок, не подлежащий восстановлению.
Чему учит еще стойкость и терпению? Предпринимательство учит терпению, то есть это не быстрые победы, это не быстрые деньги. То есть определенный период времени, 1,5, 2, 3 года, нужно уходить в терпение и в запас. То есть финансовая подушка, она тоже нужна. То есть почему я не отложила этот проект? Он рано или поздно будет всплывать, особенно по праздникам. И рано или поздно я выстрою оранжерею. Это моя мечта, к которой я вот точно Слушай, стремлюсь. тебе точно надо идти все-таки в предприниматели. Я скажу тебе, мы когда запускали ЮрТЖ вообще, Мгм. мы в конце 2019 года, и ты понимаешь, да, в начале марта 2020 грянул ковид. И я думала, ну все пропало, потому что выжить в таких условиях, в которых мы оказались, было довольно сложно. Все урезали свои бюджеты рекламные, Тяжелое время. все, да. Но в этот момент я просто засела дома, когда мы все заболели разом. Я засела дома, я написала 4 или 3 проекта, просто сидя дома. Ты знаешь, я 3 проекта получила за это время. И это нам помогло выжить, да, в 2020 году, еще на 2021 осталось, и подтянулось, и слава богу. Сейчас уже 5 лет. Вот это засесть дома, это тоже один из, знаешь, классных моментов. То есть вот даже ковид, как мы горевали во время этого ковида. Мгм. Сейчас ведь я не знаю, как ты вспоминаешь ковид. Вот у меня ощущение, как будто это не со мной происходило, или когда. Я его вспоминаю только так, со словами, что это тогда были цветочки. Да, за телефон было очень много. Да, сейчас у нас просто прям, нет, прям сейчас жестко довольно. В чем сила Зарины Бабаевой? Фу-фу-фу. Я пока еще на распутье. Я не знаю, в чем сила, честно тебе скажу, признаюсь. И для меня это, наверное, уже признать даже свое бессилие или свою уязвимость, это уже огромное достижение. М, Слушай, нет, вообще, ты меня удивляешь. Ты должна быть, ты очень сильная. Да, у тебя Нет, конечно, куча конечно. экспертизы, Бесспорно, навыков, да. Бесспорно, экспертиза, да. Сила, конечно, это интеллект. То есть меня называют ходячей энциклопедией. На самом деле люди не верят иногда, что был последний опыт. Да разбираешься ли ты в этом? Откуда ты в этом разбираешься? Откуда у тебя это вообще пришло? Знаешь, как вроде что-то дается, что-то же забирается, да, то есть если у меня был аутизм и сложность коммуникации с людьми, то сильная сторона — это как раз-таки память и какой-то такой экстраординарный, может быть, интеллект, может быть, не знаю, у меня есть талант, я из огромного потока информации могу выудить ровно то, что нужно в данный момент, да, в данной ситуации, данному проекту. Иногда даже возникали моменты, я сама с трудом вспоминала, откуда я знаю ту или иную информацию, откуда она выдалась именно в этот момент, нужный момент. Высокая скорость чтения. Я недавно замерила 600 символов в минуту я читаю. У меня Вслух? вслух навряд ли. Я с трудом выговариваю, но текст письменный, то есть освоить книгу, реально прочитать 14 книг за 1 месяц, я это смогла однажды. Это тоже у меня было, потому что я коучила тогда большую группу людей, каждому нужно был персональный план развития, нужно было подобрать нужную именно для него книгу, чтобы ставить план развития. И в тот месяц я прочитала 14 книг. В чем еще сила? Наверное, я надеюсь все еще, что я когда-нибудь приобрету мудрость. Наверное, сила в том, чтобы признавать свое несовершенство. Я думаю, давай так. Да, потому что про бессилие звучало прям очень несовершенство. Несовершенство, да. Да. Навык, который ты считаешь недооцененным у тебя. Недооцененным. Стратегическое планирование. Реально, те, с кем я сталкивалась в последнее время, видели скорее во мне, знаешь, как действовали по методу
инициатива наказуемая. То есть... Предложила что-то, ну и выполняй. Давай Операционка на внедряй. тебя. Да, Да, внедряй. это, конечно, да. А знаешь, вот в Тиселе у нас, если в портфеле было 32 проекта, то в прямых подчиненных в последние 5 лет у меня было только вот наша команда была 3 человек. Наш отдел управления стратегическими проектами. Остальное это было взаимодействие с остальным линейным менеджментом. И это кроссфункциональные команды. И я долгое время не могла понять, почему я не могу строиться в других корпорациях. А потом поняла, что за 15 лет там было настолько все плавно. Это как горячий нож в масло. Да? То есть я кидаю идею, и мы быстро все вместе, совместно, там 50 человек берем это и внедряем. Вот. Недооценённо в том, что я реально лучше как стратег, чем Операционист. я это тоже умею. То есть так же, как и во время ковида, тот же самый GoViral, за 2 года я могла его расширить, масштабировать так, что наш результаты Таджикистана, пусть не обидятся амбассадоры, мои коллеги из других стран, но Таджикистан выстрелил и показывал результаты в разы выше, чем все вместе взятые остальные страны. Да? То есть это подчеркивали предыдущие проектные менеджеры со стороны американского посольства. Вот, поэтому моя сила вот в этом. Да, я умею внедрять, я могу запустить бизнес, но час моего эффективного времени. Место, куда тебе хочется уехать на день тишины. Я хочу на Ликийскую тропу. Что Ликийская тропа — Где это? это вдоль побережья Средиземного моря на территории... Это бывшая греческая территория, сейчас это в составе Турции. И она по описанию очень великолепна. Ах, ты не поверишь. Я же была там. Это последняя, давай. Да, фоточка была оттуда на самом деле. Это Северный Кипр, который сейчас в составе. Согласись, это вообще Это мечта. шикарно. Это горы. мечта. У меня дочь младшая, которую я, к сожалению, не смогла взять. Она сказала: мама, ты на Мальдивах? Я говорю: нет, дочь, это просто Да. Северный Да. Кипр и шикарное побережье. Да. Самый-самый длинный. Пляж офигенский. Да, но я не знала, как это называется. Прикинь, что это называлось какой-то тропой. Да, там можно идти, там есть стоянки, там есть и горы, там есть и леса, там есть и возможность на каком-то промежутке окунуться в море. Шикарно. Это 3-4 дня похода, и вот это... Ну, это офигенное место. Заветная мечта, которую ты еще никогда не говорила вслух. Сказать о ней? Ну, давай. Моя заветная мечта. Я хочу понянчить внуков. О, ну, слушай, Да. вполне. Да, я хочу понянчить внуков, и для меня это вот прям вот реально заветная мечта. Тигранчику твоему 18. Я думаю, что лет через 5 ты вполне Возможно. уже сможешь понять внуков. Посмотрим. Это нынешнее поколение очень долго Будет самоопределяться. Да-да-да. Это очень долгое на самоопределение, на, может быть, на выбор пары. Не знаю, как все Ну, сложится. как сложится, да. Да. Это был разговор с Зариной Бабаевой, женщиной, которая умеет распаковывать себя, других и любые таблицы в Excel. Она знает, что порядок начинается с внешнего контроля и с внутренней ясности. Пусть каждый из вас найдет ту самую заветную фразу, которая изменит всю жизнь. Спасибо, Зарина. Спасибо большое. Спасибо, Симон. Все, пока.